вот весь подлокотник, вот который мы сняли. Приедешь, он вторую поменять. Вот у него. Вот его подлокотник, вот так он ездил. А теперь, короче, мы такой нулевый поставим. Ну, они растягиваются все равно. Они сами ремонтируют коляски. Мы, в принципе, просто им помогаем закупить запчасти, все отдаем на доверие. И все довольны, и мы, и они, и грантодатель. Вот. И сумма маленькая была, никто не брался за эту сумму. Давай попробуем. Раз выделили первую сумму, мы начали ремонтировать. Нету никакой соцслужбы. Наверное, формальность есть и доступная среда инвалида, там смотрел, там все есть. Но ничего не работает. Это как и везде. У нас бы, наверное, более чуть-чуть лучше так система, а так почти одинаковая. Вот Магомед, вот из-за Магомеда у нас почти все коляски на ходу. Мы были в реабилитационном центре, и приезжает Шамиль. И он говорит, ты смог бы, короче, вот ремонт ездить, там, ремонтировать, ребят. У меня мечта, у меня дома, я любую свою коляску разбирал, короче, как я хочу, ее собирал. Я думаю, а почему нельзя, Шамиль? Давай, короче, рискнем. И все, нам Islamic Relief, короче, закупил запчасти, очень много запчастей. Я, в тот момент Валера уже был здесь, уже мы это в 2015 году начали. Нет. До этого я жил в Донецке, занимался спортом там, играл за сборную своей страны. Мы выезжали на чемпионаты Европы, как бы занимали, вот если я серебряный призер чемпионата Европы. Потом, когда все началось, там боевые действия, все это пропало, команда разбежалась. В 2014 году тренер, тот, который меня тренировал в баскетбол на колясках, он мне говорит, Валера, давай поедем в Грозный, там ребята, типа попробуем там с ребятами потренироваться. С Ибрагимом я встретился в 2011 году в реабилитационном центре. Я с ним познакомился. И потом, с тех времен у нас уже дружеские, как братские уже отношения, как бы постоянно дружим, с семьями уже. Потом он начал интересоваться резьбой там дома. И всех ребят, которые на коляске, он звал, давайте, работайте, давайте со мной, я вас научу. Это моя миссия, это моя мечта, потому что кто сидит на коляске, у него как бы что-то где-то болит. А если он будет заниматься этим революционным делом, ему ни лекарства не надо, ни рядом человека не надо, он себя дома будет, не будет думать о дурных вещах. И все, ребята, вам все это подтвердили, по-моему. Первые 2 года было очень трудно, тянулось время. И начал заниматься этим делом. Первый раз я начал в 2008 году, как бы случайно видел резьба по дереву и сразу заинтересовался этим, начал делать себе нож, делал один нож и начал ковырять одну работу. Маленькую. Ну и заинтересовался очень, он мне в душу ложился. И начал потом все это собрать, все и все дальше выкопать, резать там. Ассаламу алейкум. А травму я получил, я с крыши упал и получил эту травму. Сложно, конечно, было, как бы
До этого ты ходил, и раз одну минуту все ты не можешь стать. Первое время тем более обязательно рядом должно было 2 человека посадить, на коляску садить. Все это надо учить. Я до травмы в последнее время там окна, двери сделал, но до этого я водителем был. А потом война, это все такие дела. И вот травму получил в 6-м, после этого пришлось. Я всем ребятам предлагал: ребята, давайте собирайтесь со мной, посмотрите, что я делаю, собирайтесь, потом не пожалеете, короче. Вот через 5-6 лет у меня, когда уже начались результаты появляться, когда я начал продать, когда люди уже с интересом, где бы я ни находился, сразу все эти как бы чиновники подошли, поздоровались там и так далее, короче. Готовятся, обсуждают. Глава республики, приезжают гости с Эмиратов, и они хотят показать свои работы. Уже интерес у других появлялся. Так уже эти раз-два подошли, сказали, что мы тоже хотим, короче. И там 3-4 человека были. Но потом еще эти начали заниматься, вот уже результат вы видели. Уже все остальные, короче, им тоже интересно стало. Мы сейчас так, человек 10-15 есть у меня в сборе, но всем места не хватает у меня. Вот Магомед Нагалаев, он сотрудник бывший, это автор. Раньше очень трудно было передвигаться, в аварию попал в 2004 году. Рядом в красной футболке сидит Асхаб. Он пас, скотину, как стадо, и мина взрывная 2 ноги оторвала. Ему полностью дом построила мама нашей главы республики, президент фонда Аймани Кадырова. Машину, которую увидели, она ему подарила. Как, внимание всем уделяет. Мы живем в одном селе. Он постоянно мне говорил: давай, приходи, начнем вместе работать. А я тогда таксовал на работе, в машине туда-сюда. То, что привычно, думаю, спокойно. Психологически, да. И лишние мысли не бывает в голове. Все уходит в работу, вся мысль туда уходит. И о болезни даже не приходится думать. У меня плечо болело, я почти уже забыл про это. Я ученик, дорогие мои, начинающий. Мне повезло, что познакомиться с таким человеком. Это уже не отойти от этой работы, не оторвать. Я думаю, своя мастерская есть. Думаете, вы сможете потом этим зарабатывать? Думаю, что да. Посуду мы заказали уже, посуду, да. Деревянную посуду заказали уже. Вот, когда ребята, я работал, заходили, снимали, фотографировали эти, там, раскидывались. И как где-то она видела мой труд, как бы, чем я занимаюсь. И раз люди пришли, ты, да, я, Аймани Аж, это мать президента. Аймани Аж Кадырова, большое ему спасибо, я ему каждый день благодарен от себя, от всего Вишнего спрашиваю. И что случилось? К вам на порог пришли люди? Да, пришли люди, что тебе надо. Мне ничего не надо. То, что надо, вы видите, мне лишь бы такую комнату, как бы, заниматься своим делом. Они там ему все это так рассказали, и она сделает ему то, что ему на этом дворе нужно там. Все они сделали. Это дерево, дерево липа, ширина 1,70 м, высота 2,40 м. На листьях 99 имен Аллаха. Само дерево тоже имя Аллаха.
Сейчас не видно, вот на этом, сейчас посмотрите. А где сейчас это дерево? Это у Рамзана. Кадырова. Да, вот это есть корни. Это как бы инициалы Рамзана Ахматовича. Ого. То есть она у него, вы ему подарили? Да. Там, ну, только 2 человека может ее прочитать. Я и Рамзан Ахматович. У меня мечта большая, я хочу открыть, ну я сейчас, как бы видите, дома уже вот этот навес делал, короче, больше места занял, как бы, в принципе, мне это не нужно, как бы для себя у меня все есть. Но я для не себя стараюсь, а для инвалидов, я знаю, от чего я прошел, как мне это все раньше было тяжело. И я знаю, я по всей республике знаю всех инвалидов, где мы собираемся, встречаемся. Магомедом мы познакомились давно, мы знаем друг друга давно. Не знаю точно, когда это было, но когда я травму получил, с этого дня можно сказать. Так, Магомед, мы вместе в коляске делали все, что делаем, все вместе делаем. Коляску ремонтировать не так уж легко, потому что если попадается такая коляска, короче, капризная, чтобы шурупы-мурупы открутить, потом они застревают, выбивают, высверливают, это тоже большая проблема. Поэтому за день единственное можно объехать и отремонтировать максимум 3-4 коляски. Въехал я в город на свадьбу. Из свадьбы я ехал домой в 2004 году. Это январь был, 18 число. А в то время у нас военные действия были. Навстречу едет колонна. И передняя колонна, БТР, это называется, прямо на меня, короче, прожектором наехала. Чтобы не попасть под БТР, я за скоростью, у меня в машине еще 5 человек. Как ехал, полетел в обочину. Но там дерево, смотрю, чтобы не попасть под дерево, короче, свернул еле-еле и на пенек. И полетел я. Я поломал себе позвоночник в 2 местах. А те ребята, которые со мной в машине были, слава Аллаху, мелкими ушибами, короче. А так, в 2004 я поломался. Ломается быстро? Ну, видишь, ему уже 10 лет. Ломается, но я уже его сам уже примерно знаю, что делаю, пацаны, чтобы он на ходу держу его. А так, Магомед часто приезжает, вот подлокотники, там, что-то сломается, привозит, делает. Когда я сломался, я жил в селе. Очень, вот этот год, можно сказать, мне полгода, который я был дома, я даже не хотел жить, если честно, короче. Мне настолько это было больно, короче, почувствовать себя уже, ну, такие в голову мысли дурацкие приходили, короче, кому я буду нужен, теперь инвалид, я вот так, вот такие движения. Ну вот 43-42. Ну, 43 нормально будет. Так потом раз, я думаю, зачем мне стыдиться, я говорю, что я у кого-то там воровал или что-то, может, там травму получил. Нет, конечно, благодаря Аллаху, но так и получил. Я себе рычажку купил, коляску. И по улицам, и по трассе начал гонять рычажку. Зачем мне стыдиться, короче? Вот так и начал. И потом 3 года я прожил в селе. Тут нам целый день надо будет. Ржавые винтички, короче. Он говорит, не меняй, короче. Я на нем, говорит, купаюсь, короче. Ему надо было на это поменять, а на это его нету сейчас, кого-то пересадить. А я потом знал, у нас есть в городе реабилитационный центр. В 2010 году она первый раз открылась. И я туда лег, и там я уже начал узнавать ребят на коляске. А до этого мы не знали друг друга. То так Магомед мне его ставил, 44 было. Я работал таксистом год, где-то вот так, ну, 1,5, наверное, может быть, с 2008-го, как я приехал. Год. А сейчас? А сейчас нет, сейчас я капитан команды баскетбольного клуба у нас Лама Газ. Я как бы ребят собрал. Я начал выезжать в разные регионы вот, с председателем. Я начал узнавать, чем занимается инвалид.
каждый день. Сегодня тренировка, после тренировки выскакиваем. Выходной через день, короче. И мы это в дороге. Я за этот год уже 90 тысяч прокатал свою машину из-за этих ремонтов. И ищем, и каждый выезжаешь 200, 300, 400, 500 километров. Бывали такие моменты, мы даже ездили в Пятигорск за нашими, больными. Они звонят, у нас там коляски поломались, не можем выйти. Уже 3 раза я поехал за ними туда. Это 270 километров в один конец. Бесплатно? Бесплатно, конечно. Он каждый день раздает их бесплатно. Да пройдите сюда. Это все, что осталось. У вас все хранит? Ну да, это же его дом. Отцовский дом – это сына дом. Так же? Да, конечно. Я думаю, так. Не знаю, как у других, но у нас пока так. Он меня мамой зовет, а я его сыном зову. Это мой сын Валера, мой 3-й сын. Как свой человек. Он наш. В Грозном я остался, да, не знаю, с ребятами просто приезжал. Отзывчивые ребята, сдружился с Магомедом Нагалаевым, брат мой сейчас. И... В какой должности вы сейчас в команде фактически? Ну, я сейчас в данном моменте обычный спортсмен. Ну, хотя играющий тренер, помогаю ребятам. Насчет колясок мне очень нравится, когда мы просто ездим и делаем людям добро. Так кому сказать, что приезжаем, вот возьмите. Я знаю, у нас это было, чтобы это сделать, получить, нужно деньги заплатить, по-любому. Либо же тебе это продадут с меньшей ценой, но по-любому бесплатно отдать не получится, понимаете. А здесь просто возьми, если поломалось, давай поможем, Ну все чуть-чуть здесь немножко не так, здесь менталитет чуть-чуть другой, обычаи здесь, если честно, у Рамзана Ахматовича здесь жестко все, например, если приезжаешь где-то больше этого, как распущенности, например, я не знаю, то здесь это все это от предков идет, молодежи как получается учится от старшего, и здесь в основном больше правильных поступков, мне это что нравится, что здесь больше правильных поступков. У нас видишь, какие дороги, на нем часто ломается. Что ломается чаще всего? Эти колеса ломаются, и сиденья, вибрация есть на дорогах, сиденья рвутся, это дело. Больше подлокотники. Больше, они потому что все постоянно на них упираются, и раз она поломается, сейчас запчасть китайская, вы сами знаете, нет такого, советского времен нету этих пластмасс быстро. И каждый раз, допустим, поломался у них, позвонил, и хоть он 100 километров, хоть 200, мы с ним поедем и починим, поменяем. Сломался человек коляска. Не было бы вашей службы, что бы он делал? Вообще ничего не сделалось бы, если честно. У нас поломалась коляска, приходилось покупать или у кого-то просить. Все готово? Все. Сделали коляску, видишь? Все уже. Муслим так и скажет. Адам, довольна ты? Я очень рад этому. Ну, видишь, руки слабые у него, ему приходится иногда садиться на ее и гонять, домой зайти, для дома, на куда-то поехать, на улице. Собирается хорошо. Складывается, если закинул в машину. Легче. Да, с ним легче куда-то ехать. Очень нужная коляска. Я ее уже давно знаю, я еще ходил в то время, на коляске, когда был. Я же в 2004 травму получил, а этот еще с детства ему укол сделали, школа детский, как называется? Полиомиелит. И все, после этого он так остался. Тоже был на ногах ребенок. Да. Ну, он, иншалла, не жалуется, Вообще не жалуется. Машину водит, несмотря на такое дело. 2 раза женился, сейчас на третий раз собирается.
сколько примерно человек сейчас есть в базе, кто звонит, может быть, вот ты знаешь, сколько вы... Я лично, вот у меня даже свой список есть, я лично обслужил 600 колясок, 600 человек за 1,5 года. Они постоянно звонят, или ты уже знаешь, кому? А теперь они без конца мне звонят, потому что номер я свой отдаю им. Я визитки даже сделал. Ездил в ФСС, где он эти коробки получает, там иногда собирается количество, раздавал визитки, звоните, по радио объявляли мы, чтобы люди знали. Тут 2 сестренки на колясках. А когда я ездил в Пятигорск, вот приезжие там соседних регионов, они в шоке были, когда мы им бесплатно оставляли. Ну, представьте, одна коляска отремонтировать примерно, по моему расчету, если 7-8, где-то 7-500 там обходится. А для этого человека, инвалида, 7-500, они большие деньги. Он за 7-500 себе купит что-нибудь дома для детей своих, или для себя примерно. Раз такая помощь, я очень благодарен этому организации, потому что они очень многим помогают. Вы сейчас-то функционируете уже без этих средств? Да. На свои исключительно? Да. То есть это остатки вот от того гранта, который... Да, да. Вот у нее и сидушка вся сломанная, порванная была. Ее поменяли, и спинка была также. Ее... Там еще подножка, по-моему. Да. Уйди. Не, она, если честно, моя, она самая любимая. Мы как братья и сестра. Да, Маня? Конечно. Когда я получил травму, когда я лежал, она заходила ко мне с ходунками, У меня мечта была, вот как она стать на ходунки. А когда она поехала на лечение в Курган, она ходила с ходунками, и там упала, и ногу поломала, и худела. Деньги, когда ты ищешь добро, там уже Всевышний помогает, эти деньги, они где-то на уне. От этого гранта нет, запчасти есть, все есть. Может, с другой, не обязательно от этого гранта деньги бывают. Но они между собой в любом случае, как это сказать, так, в принципе, как они все братья, они свою проблему знают, кто на коляске находится. Просто я людям хотел бы обратиться, 2-3 дня дома посидите в квартире, не выходя. Все, вы узнаете, что такое, как быть колясочником, как не выйти на улицу. В нашей республике 2800 инвалидов, по рождению где-то, можно сказать, 30%, остальные минно-взрывные, особенно последние 20-30 лет, это очень большая проблема была. Сейчас она уже, в принципе, решена. Такого села, в котором мы не были и не поехали, мы уже все тут объездили, и я со всеми инвалидами уже знаю, и все меня тоже знают. И сейчас у меня работа как-то прекратилась, но день, 2-3 человека в любом случае звонят, надо помочь, ну а как не помочь? Заложено в нашу душу уже как фундамент.